Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, работы по строительству и капитальному ремонту дорог в Якутске не прекращаются. Так, например, сегодня на улице Ивана Орбиты перед укладкой асфальта подрядчики выполнили целый ряд мероприятий. В соответствии с методическими рекомендациями дорожники с помощью техники вычистили лед на щебне, убрали разрыхленный грунт и произвели россыпь нового щебня. Для того, чтобы обеспечить качественные стыки бордюра и асфальтобетонного покрытия, нанесли реагенты. Работы ведутся в строгом соответствии технологии, то есть основание оно прогрето, подготовлено. На данный момент бригада завершает работы по рассыпке и укатке нового слоя щебня. Второе звено идет по выдуванию из бордюра снега и приступаем уже к укладке сетки. Далее будут у нас проводиться асфальтобетонные работы. Мастер на участке будет постоянно замерять температуру смеси, которая приезжает с асфальтобетонного завода. И технадзор наш будет проверять количество проходов по данному новому асфальту. Получается, по методическим рекомендациям мы должны увеличить количество проходов катка по одному слою. Также должны обеспечить удобоукладываемость. Поэтому в асфальтобетонной смеси увеличена составляющая из битума и из минерального порошка, в соответствии с методическими рекомендациями. Сейчас на объекте трудятся сразу 3 звена рабочих и специализированной техники. Первое – это грейдер и каток. Второе – компрессор, с помощью которого дорожники очищают покрытие от грязи и снега. Еще 2 бригады занимаются укладкой асфальтового покрытия. При укладке асфальта гладковальцевые катки не используем, потому что холодные вальцы, они быстро остужают покрытие, поэтому на пневмоколесном ходу катки будут у нас. Согласно рекомендациям Росавтодора, класть асфальт можно при температуре до минус 10 градусов, а также во время дождя и снега. При этом количество осадков не должно превышать 5 мм. Этих правил и специальные технологии придерживаются на всех ремонтируемых объектах в городе. Там, где, есть уже укатанность щебенчатого основания, мы меняем его на новую расклинцовку и кладем асфальт, чтобы было все без снега, без льда. За каждым ремонтируемым объектом закреплены специалисты технического надзора, которые выявляют те или иные нарушения при укладке асфальтобетонного покрытия. Также впервые применяется независимое лабораторное сопровождение. На участках производится отбор кернов проб. Первый этап лабораторных исследований длится 5 дней, второй – около 14. Как только подрядчик укладывает асфальт, приезжают представители ЕПНИСа совместно с СВФУ, они будут замерять керны, проверяют на степень уплотнения, на плотность асфальтобетонной смеси. Далее приезжают специалисты СВФУ и ЕПНИСа, они проверяют ровность укладки асфальтобетонного покрытия. Если эти все параметры соблюдены, мы даем разрешение на укладку верхнего слоя. На сегодняшний день осталось закатать в асфальт 600 метров на улице Ларионова, 400 метров на улице Пилотов, 250 метров на улице Чайковского, 70 на улице Суоруна Амалона и небольшой участок на улице Ивана Орбиты. Работы по асфальтированию этих объектов планируют завершить к концу следующей недели. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.